Персонально ваш. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня политолог Владимир Савичев. Владимир, добрый день. Добрый день. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, трансляции в Facebook и на YouTube также ведутся, поэтому можете подключаться к нам с помощью интернета. Также вы можете отправлять смс-сообщения и сообщения в мессенджерах Telegram и WhatsApp по номеру телефона +7 927 304 10 51. Задавайте свои вопросы, если останется время, я их обязательно зачитаю. Итак, Владимир, давно вы у нас не были. Много всего произошло в Башкирии. По традиции, когда я так говорю, обычно начинаю с самых свежих событий, последних. Вчера стало, известно, в принципе, об этом уже было известно ранее, но вчера это уже как-то актуализировалось и конкретизировалось. Это упразднение конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации, и в том числе, конечно же, под это попадает Конституционный суд Башкирии. Как вы относитесь к этой инициативе? Все же должно быть адекватно загрузке. Надо посмотреть, сколько за последние годы Конституционный суд разобрал каких-то исков, сколько провел судебных заседаний, как он работает. После этого будет понятно вообще, нужны такие конституционные суды и уставные суды в регионах. Потому что, видите, допустим, тот же самый Мишустин сегодня уже объявил о начале реформы в Кабинете министров Российской Федерации. Сокращаются не просто должности, самое главное, сокращается тот объем премиальных, которые выплачивали руководящему составу, это более равномерно распределяется по рядовому составу министерств. То есть это общий тренд, который сегодня есть на оптимизацию модели управления, на оптимизацию расходов на управление. Наверное, рано или поздно в государстве надо смотреть, насколько эффективно или неэффективно идут затраты на те или иные институты власти и управления. Вы знаете, с одной стороны, это оптимизация, как вы говорите, но с другой стороны, ведь речь не идет о каком-то органе, о каком-то ведомстве, который, особо такой большой роли не играет. В данном случае, хоть мы и понимаем, что конституционные суды регионов России показывают себя только в определенные конкретные моменты, и то, это как вспомнить о забытом родственнике, но в любом случае, это ведь очень важная составляющая именно федерализма в нашей стране. Упразднение таких судов ведет ли нас к унитаризации, по вашему мнению? Нам шашечки или вести? То есть нам некие внешние атрибуты важны, или нам важно, чтобы сама система управления работала эффективно? Если мы только за то, чтобы у нас были некие внешние атрибуты, которые, в общем, не несут за собой какой-то серьезной нагрузки, тогда жалко, тогда надо бороться за то, чтобы эти атрибуты оставались. А если нам важно, чтобы, особенно в нынешних условиях, когда достаточно сложная ситуация с экономикой, это, так скажем, мировая в общем ситуация, когда необходимо понимать, что где-то надо пересмотреть свои подходы к организации процесса управления. Если нам в этих условиях гораздо важнее оптимизировать расходы и деньги, так скажем, направить туда, где они нужнее, наверное, это другая логика, но мне эта логика ближе, потому что, в общем-то, все должно быть оправдано. Если мы говорим просто о федерализации как о неком фетише, а зачем он? Что он дает конкретному человеку? То есть, когда мы говорим о том, что у человека там растут доходы, когда мы говорим о том, что у человека формируется больше возможностей для саморазвития, это, мне кажется, сущностно, это важно. А как это будет сделано, это уже вопрос вторичный, потому что сколько сегодня людей готовы сократить свои доходы ради того, чтобы оставались некие символы. Сколько людей сегодня готовы выступить за то, чтобы сохранялись в неизменности какие-то привычные, так скажем, атрибуты, но лично они вследствие этого получат меньше государственной помощи, меньше дотаций. Ведь мы сегодня видим, насколько возросли затраты на то же здравоохранение.
Мы видим, насколько сегодня есть необходимость перестройки структуры промышленного производства, структуры производства услуг. Если мы выходим на этот уровень, то, наверное, это важнее. Понятно, что, допустим, спроси сегодня у любого человека, что важнее производить, степлеры или степеры. Он даже вопрос не поймет. А о чем этот вопрос? А это, в общем-то, сущностный вопрос. Мы сегодня в каком направлении-то будем развиваться? То, что будет определять будущее страны в 21 веке, или то, что мы будем цепляться за те вещи, которые мы уже прошли, в общем-то, в конце 20 века. Вот. Это такая дихотомия. Мы хотим жить в будущем или в прошлом. Вот поэтому то, что касается федерализма как такового, надо же посмотреть, насколько он сегодня действительно стимулирует переход на 6-й технологический цикл. Насколько он сегодня действительно создает повышенное качество управления в регионах. Создает или нет? Вот мы, в общем, не нашли на это ответа даже в 90-х годах. Федерализм тогда выступал просто как средство консервации определенных отношений, там, перераспределения доходов, которые были. Мы перераспределили, законсервировали. Мы тем самым повысили свою конкурентоспособность. Мы вышли на какие-то новые уровни развития. Да, там республика получила возможность больше денег тратить на социалку. Но построили огромное количество сельских школ, а потом их закрыли. Потому что людей там нет, люди уезжают, там не продумали вопрос загрузки предприятий, соответственно, у людей доходов не стало. Так это что? Это нормальная экономическая политика, вкладывать деньги, а потом их выкидывать. Потом эти школы, оказывается, содержать не на что и незачем и так далее. Ну, здесь, в общем-то, должен быть разумный подход с точки зрения того, чтобы каждый вложенный рубль он давал отдачу, а не пропадал просто так. Если мы пойдем по такому пути, весь бюджет он будет пущен на ветер. Мы что получим-то в итоге? То есть мы вот сейчас на сегодняшний день не видим повышения качества управления на местах, особенно там в муниципальных органах. Много об этом говорится, дайте больше полномочий, дайте больше свободы. Хорошо, дают. Вот сейчас изменения в Конституции, которые приняли, дали больше свободы муниципалитетам. Ну что мы видим-то в ответ? Что там муниципалитет в состоянии создать новую модель экономики в своем городе или в своем районе? Да никто не создает. Что они повышают сбор налогов? Да нет, не повышают. У нас, если кто занимается повышением доходов в бюджет, так это вот эти вот крупные предприятия, которых все критикуют, что они там не очень эффективно, они там дают какие-то убытки и так далее. Да, экономический кризис, спрос уменьшился, да, есть какие-то убытки. Но у нас сегодня, по сути дела, если мы посмотрим на бюджет, весь с опорой на вот эти вот крупные предприятия. А что делают муниципалитеты? А что делают регионы для того, чтобы расширить вот эту вот доходную базу бюджета? Мы сегодня видим, как в этом году резко у регионов повысились объемы заимствований, резко возросли долги у регионов. Это нормальная, что ли, ситуация? Причем регионы абсолютно не прогнозируют и даже не хотят заниматься реальным прогнозированием. Вот эти вот все отписки, которые называют стратегией развития, это же, в общем-то, абсолютно несерьезные документы. Владимир, я прошу прощения. Не посмотришь на реальную практику, а как вот этот вот документ стыкуется с тем, что реально предстоит сделать, или вот с той реальной практикой, которая есть. Так везде, вот как вы считаете, действительно ли субъекты Российской Федерации могут выстраивать довольно трезвую, эффективную, продуктивную стратегию, развиваться на местах, если у нас в стране фактически авторитаризм и вертикаль власти, которая ограничивает очень сильно именно самоуправление? В чем ограничивает? Кто-то бьет регионам по рукам и говорит: нет, ни в коем случае не занимайтесь там реальной промышленной политикой. Кто-то бьет регионам по рукам. Кто-то бьет регионам по рукам и говорит: ни в коем случае не развивайте научно-инновационные центры. Ни в коем случае не вкладывайтесь в науку. Ни в коем случае не занимайтесь развитием образования. Кто-то это запрещает регионам делать. Вот давайте посмотрим. У нас соседи Татарстан. У них в структуре бюджета, бюджет в 1,5 раза больше, чем у нас в республике. Но расходы на науку и образование в 2 раза больше, чем у нас.
То есть вот эта статья, она идет как приоритетная, действительно. И что, им федеральный центр запрещает это делать? Нет, потому что они понимают, что в этом перспектива. Но почему другие регионы так не делают? Почему у других регионов это все не в приоритете? Не в приоритете, допустим, развития там иннополисов, не в приоритете развития тех отраслей производства, которые будут формировать завтрашний день экономики. А что изменится, если у нас унитаризм внезапно воцарит? Что изменится? Ведь человек, который находится условно в Москве, он разве сможет более эффективно выстраивать стратегию развития регионов, в которых больше 8 десятков? Разве так можно? Подождите, кто сегодня регионам не дает выстраивать собственную стратегию? Кто не дает? Нет, ну тогда мы с вами уходим на плоскость уже обсуждения, что лучше, федерализм или унитаризм? Вот по вашему мнению. Давайте мы не будем говорить отвлеченными понятиями, потому что это вещи, которые на практике, на самом деле, не стыкуются с теми реальными задачами, которые есть. Мы говорим федерализм, замечательно, великолепно. Я абсолютно за то, чтобы было такое справедливое распределение полномочий между муниципальным центром, регионами и федеральным центром. Вот мы живем во всем этом. Сколько у нас региональных примеров, когда регион действительно демонстрирует федеральному центру, что его политика более инновационна, более, так скажем, успешна, чем политика федерального центра экономическая. Сколько регионов так демонстрирует? Кто им не дает это делать? Это все, знаете, схоластика чистой воды насчет того, что федерализм, унитаризм. На самом деле, сегодня реальный вопрос стоит так. Кто больше полномочий получит по распределению ресурсов? Не по созданию ресурсов, а по распределению. То есть, это вот то, что у нас осталось от советской модели еще. Когда самые главные полномочия – это полномочия по распределению, не полномочия по созданию. Какая вообще есть ответственность за то, что власти должны создавать экономику, которая может войти в 6-й технологический цикл? Какая за это ответственность есть? Да никакой. Вот сейчас дай полные полномочия. Делай. Ну вот смотрите, возьмем вполне конкретный пример. Башкирская содовая компания. Генпрокуратура России требует акции, которые якобы незаконно были изъяты, вернуть в собственность федеральную. В данном случае мы просто видим, что большой бизнес, который мог бы приносить большие доходы республике, центрам, то же самое Башнефть. У нас с вами прекрасные два примера есть, которые мы сейчас можем обсудить конкретно на кейсах. Давайте попробуем. Да, давайте на этих кейсах. Вот то, что касается Башнефти, у Башнефти был великолепный, так скажем, момент нулевых годов, когда была поставлена федеральная задача по повышению переработки нефти, для того, чтобы смесь Юрлс не уходила в таком низком качестве, она была более высокого качества, соответственно, дороже стоила на экспорт. И как к этому подошли? Мы все сделали за свой счет. У нас глубина переработки на нефтезаводах соответствует европейским стандартам. Тогда далеко не все выполнили те нормативы, которые были. Мы выполнили, молодцы, все прочее, замечательно. Опять же, в соседнем регионе, в Татарстане, не было вообще нефтепереработки. И тогда они федеральному центру сказали: давайте, мы тоже готовы этим заняться. Вот у нас не получается договориться с Уфой, чтобы там перерабатывать нашу татарскую нефть. Давайте мы тоже займемся, сделаем у себя комплекс переработки. И за счет этого мы нашу высокосернистую нефть, самашкинского месторождения, мы будем перерабатывать у себя. Все замечательно. Они получили, если мне не изменяет память, 7,8 миллиарда рублей тогда на то, чтобы реализовать этот проект. Сейчас этот проект у них реализован, нефтепереработка работает, то есть в регионе появилась новая отрасль производства. Все великолепно. Что дальше у нас произошло? Дальше у нас произошло, мы это сделали в нефтекомплексе. Можно ли это было переводить в разряд производства малотоннажной химии? Ведь у нас на самом деле, если мы посмотрим конец 80-х, начало 90-х годов, то номенклатура производства продукции на нефтезаводах резко сократилась. Понятно, что это было связано с общей экономической ситуацией. Зачем нам эти продукции, производство у нас было как высокожирных, по-моему. Сейчас не буду врать по названию технологии.
Мы тогда в 80-х годах с помощью французов отладили у нас на нефтезаводах очень такое современное производство продукции, которая действительно на мировом рынке котировалась. Мы тогда производили уникальные вещи, которые по тем временам тонна продукции стоила 1 000 000 рублей, и учитывали эту продукцию в килограммах. Это вот то, что шло на оборонку, то, что шло для ракетных войск. Вот это мы все производили. В 90-х годах все это обнулили. Мы в основном стали производить бензин, дизельку и, соответственно, мазут. Но вот кто мешал дальше развивать и вокруг этих нефтезаводов создать новые производства малотоннажной химии с собственностью республиканской или с частной собственностью? Неважно. Кто мешал? Да, обновили, да, все замечательно, да, все хорошо. Дальше не пошли. Это первый вопрос. То, что касается нашей нефтянки. И на что тратились деньги? В 90-х годах Башнефть очень сильно помогала сельскому хозяйству. Если мы посмотрим по тому, сколько получало сельское хозяйство нефтепродуктов, до 96-го года они получали нефтепродуктов больше, чем им надо было для собственных нужд. Они излишки продавали за счет себе не очень, так сказать, старейшие, по сути дела, технологии производства. За счет этого они датировали, по сути, свое производство. Потом с них это сняли, они стали получать не больше, чем им надо было, но всегда Башнефть оказывала помощь. Например, в 90-х годах Башнефть закупили линии по переработке молока и мяса. Во все районы дали эти линии. Через год-два проверили, где они есть. В щипных районах они просто-напросто куда-то распроданы. То есть, Владимир, я понимаю вашу риторику. Простите, у нас просто ограниченное время. Это не риторика, это факты. Вы мне задали конкретный вопрос, я вам дал конкретный я вас ответ. совершенно понимаю. Просто время у нас поджимает. Вы оправдываете, да, именно региональных компаний? Я вам рассказываю реальную практику, как это есть на самом деле. И возникает вопрос. Эти деньги, которые есть, они просто-напросто транжируются на то, чтобы удовлетворить какие-то местные интересы. Возникает вопрос, а регион-то что от этого получает в итоге? Или соду мы возьмем. Да? Проблема-то в Шиханах в чем? Проблема в том, что сода не хочет переходить на новые технологии производства. Вот за то время, когда республика взаимодействовала с содой, республика хотя бы раз инициировала проект о том, чтобы перевооружить соду. Республика хоть раз обратилась к башкирской содовой компании с тем, что, ребят, вы выпускаете очень вредную экологическую продукцию. Вот у нас есть, допустим, республиканская программа по улучшению экологической ситуации. Мы вам предлагаем, мы будем это поддерживать, чтобы вы перешли на новые технологии производства, чтобы у вас не было такого объема отходов, чтобы вы не разрабатывали наши шиханы, потому что вам из всего этого нужен углекислый газ. Давайте мы найдем возможность получать его по-другому, не срывая шиханы, не уничтожая. Была такая инициатива от региона. А мы после этого говорим, давайте мы сохраним федерализм, давайте мы сохраним эту модель. Ведь если мы сохраним эту модель, то шихан неизбежно сроют. Потому что станет вопрос такой. Или вы получите деньги в бюджет и рабочие места, тогда мы срываем шиханы. Либо, если мы не срываем, тогда мы закрываем производство, вы ничего не получаете. Хорошо, но в данном случае, я думаю, проблема глубже немного лежит, да? Если бы у нас были честные выборы и в законодательном, например, собрании представляли общество люди, именно избранные этим обществом, в данном случае проблему, я думаю, можно было бы решить, да, и производство модернизировать и так далее. А когда у нас вертикаль власти и фактически депутаты слушают только одного человека или следуют линии партии, в таком случае наверняка создаются определенные условия, когда свобода слова ограничивается. Вот именно такая. Извините, пожалуйста, мы вынуждены прерваться на рекламу, и потом мы обязательно продолжим. Политолог Владимир Савичев, Айдар Ахмадиев. Оставайтесь с нами.
12 часов 30 минут московское время. Добрый день. В студии Ирина Меркулова. Новости на Эхе. Совет Федерации дал согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты Михаила Меня. По словам генерального прокурора Игоря Краснова, Мень подозревается в причастности к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Сам Мень заявил Интерфаксу, что впервые слышит о претензиях Генпрокуратуры. Он добавил, что в настоящее время находится в России. Михаил Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 годы. Он сын священника и богослова Александра Меня, убитого в 90-м году. Глава Мордовии Владимир Волков подал в отставку. Свое решение он объяснил тем, что нужно давать дорогу молодым. Волков возглавлял республику с мая 2012 года. Ему 66 лет. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц, сообщил один из авторов Василий Пискарев. По его словам, физические лица, выполняющие функции иностранных агентов, в частности, не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к гостайне. К иностранным агентам планируется приравнять незарегистрированные политические объединения с зарубежным финансированием, а также иностранных журналистов, аккредитованных в Российской Федерации, сообщает Интерфакс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов от КПРФ простить полпреда президента в Нижней Палате Гарри Минха. Коммунисты раскритиковали законопроект о неприкосновенности бывших президентов. В ответ на это Минх призвал несогласных сложить свои полномочия. Депутат от КПРФ Николай Харитонов потребовал извинений от полпреда. Студенты МГУ, которые учатся на платной основе, подготовили коллективный иск к вузу с требованием сделать перерасчет за 2 семестра из-за перехода на дистанционное обучение. По мнению истцов, в результате дистанционного формата качество учебы снизилось в разы. Они отмечают невозможность пользоваться библиотекой, проводить полноценные практические работы, а кроме того жалуются на технические сбои во время онлайн-лекций. В иске нет. Адвокат студентов сказала «Коммерсанту», что истцы хотят привлечь оценщиков. Между тем, в МГУ дистанционную форму обучения называют разновидностью очной формы образовательного процесса, передают ТАСС. В ВУЗе заверяют, что приняты исчерпывающие меры для сохранения непрерывности образовательного процесса в условиях эпидемии. В Москве в ближайшие сутки облачно с прояснениями, ночью мокрый снег и метель, температура -1, -3 градуса, завтра днем +1, +3 и небольшие осадки, на дорогах будет скользко. Сейчас столица -3 градуса, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Платите налоги? Не упустите возможность получить налоговый вычет. Откройте индивидуальный инвестиционный счет в АО «Финам». Пополните его и получите вычет до 52 тысяч рублей от государства. Подробно по телефону 216 11 22. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в Уфе, АО «Финам РБ». Владелец индивидуального инвестиционного счета имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в порядке, предусмотренном НК РФ. По будням с 8 утра слушайте на Эхе Москвы в Уфе и смотрите в социальных сетях «Уфимский разворот». Актуальные новости, интервью и ваши сообщения в прямом эфире. Начинайте день вместе с нами, чтобы быть в курсе событий нашей республики. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Персонально ваш. Продолжаем в эфире «Эхо Москвы» в Уфе программу «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, «Персонально ваш» сегодня политолог Владимир Савичев. Мы работаем в прямом эфире, трансляции в Facebook и на YouTube ведутся. Напомню, номер для СМС и сообщений в мессенджерах Telegram и WhatsApp +7 927 304 10 51. Призываю именно писать сообщениями, а не звонить, потому что в эфире мы ответить на ваши звонки, к сожалению, не можем, а многие так делают, пытаются. Владимир, мы с вами вот закончили моей вставкой после вашего ответа про честные выборы, справедливые, да, так скажем. И вот если такие справедливые выборы, развитие на местах тоже было бы, это на мой взгляд. Вот вы согласны с этим или нет? Есть корреляция? Я за то, что политика – это искусство возможного. Если мы начинаем в политике говорить некими категориями идеальных воздушных замков, то это бесполезный разговор. Давайте задаемся вопросом. Если вы говорите о том, что выборы не совсем честные, да?
как с вашей точки зрения. Возникает вопрос, если люди хотят честных выборов, что им мешает объединиться, прийти, проголосовать, своих людей, так скажем, направить наблюдателями и проконтролировать тем, чтобы это были действительно честные подсчеты и все было бы абсолютно прозрачно и идеально. Сколько у нас сегодня в обществе людей, которые готовы реально заниматься политической деятельностью? Вот не просто там поговорить, а политическая деятельность – это достаточно серьезная работа. Это вот работа, которая требует полной самоотдачи и понимания того, что человек делает. Вот сколько у нас людей готовы хотя бы начать с уровня сельсовета, баллотироваться в сельсовете, там, добиваться прозрачных выборов, добиваться того, чтобы вот действительно все голоса односельчан были правильно подсчитаны, или там на уровне горсовета и так далее. Это единицы людей на самом деле. У нас абсолютное большинство общества настолько индифферентно относится к выборам. Выбрали и выбрали. Меня там не сильно интересует. Я не буду в этом участвовать. Я максимум пойду проголосую там. Может быть, там какой-то дефицит выкинут или там что-то по дешевой цене выкинут. Все. Людей на самом деле не интересует результат голосования. Вот в чем проблема. А причина в чем? Причина хочет. Отсутствия интереса к результатам. Вы не думаете, что в пропаганде отсутствие свободы слова и, в принципе, вот той политики государства, Подождите, а какое отсутствие свободы слова? Мы с вами свободно об этом обсуждаем. Но послушайте, вы не можете отрицать, что основной источник информации для населения России – это все-таки телевидение, да, где вот такое явно. Основной источник информации для телевидения сегодня, то есть для населения сегодня, это социальные сети. Мы, если посмотрим аудиторию социальных сетей, аудиторию Первого канала, для любого канала телевидения, мы увидим, что аудитория социальных сетей сегодня гораздо больше. Поэтому говорить о том, что люди сегодня вот в рамках вот этой одноканальной модели информации просто зомбированы и так далее. Да нет, люди все активно обсуждают. И вот это вот большой наив считать, что если вы по официальным СМИ что-то сказали, люди в это свято должны верить, и они только об этом должны говорить. Нет, люди сегодня очень свободно обсуждают все темы, и у нас мало какую информацию можно утаить. Если кто-то считает, что там можно перебить там, телевидением и так далее, вы посмотрите рейтинги телевидения. Это не та ситуация, как в Советском Союзе, там 2 канала телевидения и все, и, соответственно, все смотрят новости как некое откровение и так далее. Ну, послушайте, вот буквально я разговаривал, с людьми, мы делали на эту тему передачу. Вот сейчас, когда действительно активность в интернете повысилась, и увеличилось количество дел, и уголовных в том числе, административных, за, фейк-ньюс, за там оправдание чего-то и так далее. Люди боятся писать на самом деле. Я знаком с людьми, которые действительно боятся. Нет свободы слова. Потому что если мы посмотрим, какая монополия на СМИ есть в Соединенных Штатах, это как у нас в Советском Союзе примерно. 80% СМИ там за одного кандидата топят, да еще так топят, что там не то что фейки, там, пожалуйста, любая информация, она выдается как истина в последней инстанции. У нас такое есть, что ли? У нас, пожалуйста, мы смотрим очень разные точки зрения. И есть люди разных позиций, которые единодушно говорят, а почему существует, вот, допустим, «Эхо Москвы», который там высказывается не так, как надо. Там вот люди высказываются, которые имеют другую точку зрения. Работает же все, функционирует, и нет сегодня такого желания что-то ограничить. У нас, если ограничивают, нас ограничивают какие-то экстремистские вещи. Да, это есть. Если вы говорите о том, что по фейк-ньюсам, просто людям надо доходить тогда дальше до Верховного суда, в конце концов, если они чувствуют свою правоту вот в этом деле. И отстаивать дальше свою правоту. Но мы же видим разную очень практику защиты позиции журналистов и защиты позиции СМИ. Это во многом зависит от самих СМИ, как они настроены. То есть, если они настроены действительно работать профессионально, работать с полным соблюдением законодательства,
где вот эти вот ограничения, которые не дают им сказать то, что они хотят говорить? Вот, допустим, у нас... Ну хорошо, давайте просто опять конкретные кейсы. Хорошо, давайте конкретные кейсы возьмем. Например, координатор Уфимского городского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, которая была в прошлом году на общественных обсуждениях бюджета республики. Так ее из здания Курултая вывели под руки охранники, не дав ей выступить и сказать, это что, это ограничение свободы слова или просто, значит, попытка оградить общество от фриков? Ну, и дальше действия Лилии Чанышевой какие? Она пошла дальше, вот, допустим, до уровня там, Верховного. Нет, подождите, мы сейчас говорим про конкретную ситуацию, когда Лилию Чанышеву выводят из здания Курултая. Дальше уже что произошло, это уж без разницы. Мы с вами говорим о том, что есть конфликт интересов в любой политической ситуации. Потому что в любой политической ситуации есть разные позиции, разные люди с разным миропониманием и так далее. Конфликт этот есть. И он всегда будет, пока существует многоголосие мнений в политике. Нет, подождите, это значит, можно из общественных обсуждений вполне законного процесса выгонять людей, потому что кому-то это не понравилось, и это остается безнаказанным. То есть это нормальная политическая борьба, правда? Нет, подождите, это другой вопрос. Если Лилия Чанышева считает, что с ней поступили абсолютно противозаконно, абсолютно не в соответствии с теми регламентами и все прочее, что есть по этому поводу, ну, так надо идти и защищать свою позицию в суде. И обосновывать и говорить, вот смотрите, вот у меня доказательства, вот их процедуры, которые есть. Вот в данном случае по этой процедуре я была права, они были неправы. Я еще раз говорю, что, конечно, конфликты есть и будут. И есть разные точки зрения, кто здесь прав, кто виноват. Для нормальной политической системы, я считаю, что у нас вполне нормальная, адекватная политическая система, исходя из общемировой практики, которая есть. Решение подобных конфликтов – это решение в суде, где одна сторона, которая считает, что ее права нарушены, может свои права восстановить и обосновать все это дело. Ну, хорошо, вот давайте тогда на плоскость независимости судов. Вот об этом поговорим, попробуем. Сейчас упраздняются, к примеру, допустим, конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации. Далее подобные, то есть конституционный надзор и контроль будет вести Федеральный конституционный суд, который фактически сейчас замкнут в той самой обновление Конституции, так скажем, внесение поправок. Сейчас, к примеру, судьи Конституционного суда, они фактически зависимы очень сильно, например, от президента России. Президент России назначает судей Конституционного суда, и президент России может по совершенно каким-то странным обстоятельствам и аргументам этого судью, значит, отправить в отставку, да? Там какая-то формулировка наподобие, значит, когда поведение судьи не соответствует его должности. Вот в данном случае мы же, как вы думаете, здесь зависимость каким-то образом? Вот еще раз обращу внимание, что политика – это искусство возможного. То есть, если общество согласно с такой позицией, и если общество не возражает против такой позиции, то в данном случае политический институт будет делать так, с чем общество согласно. Если общество действительно в своем большинстве абсолютно не согласно с этой позицией, вот это будет заставлять политический институт менять какие-то подходы, менять какие-то свои, ну так скажем, политические практики. Здесь мы сколько угодно можем там говорить о том, что вот это вот соответствует, не соответствует неким нашим идеальным представлениям о ситуации. Но мы живем с вами вот в этой реальной практике, в которой мы живем. И вопрос о власти – это вопрос очень-очень серьезный. И здесь просто словами не обойтись. То есть, если вы хотите действительно отстаивать эти позиции, пожалуйста, формируйтесь в политическую партию. Пожалуйста, в этой политической партии действительно доказывайте людям, что вот ваша позиция, она соответствует их интересам. Что здесь вот то, о чем вы говорите, это сущностно, это важно, это в интересах этих людей. И они понимают, что они должны это поддерживать. Когда мы с вами говорим о позициях таких, что вот президент России делает, не делает, ну, так или иначе, за президента России проголосовало большинство избирателей. Других вот форм легитимности, формирования легитимности власти в мире нет, кроме как голосования. Процедура голосования есть вопросы. Ну, так
надо создавать политические силы, которые в состоянии обеспечить прозрачность и достоверность процедуры голосования. Мы еще на примере Соединенных Штатов видим, как это там происходит. Вот Трамп заявил о том, что демократы подтасовали. Он сегодня идет в суд, он сегодня набирает аргументы, он говорит, что это не просто моя точка зрения, что они были неправы. Это вот факты, с которыми я вот обращаюсь в суд, и суд, соответственно, должен принять соответствующее решение. Правильный подход? Абсолютно правильный подход. Кто мешает на сегодняшний день у нас в стране политическим силам действовать точно так же? Кто бьет по рукам? Только сама неорганизованность этих политических сил. Только вот желание вместо такой рутинной политической работы, очень тяжелой политической работы, связанной с взаимодействием с конкретными людьми, обеспечить себе вот кресло там в очень уютных кабинетах и все. То есть, если бы политические партии действительно, я имею в виду оппозиционные, прежде всего, политические партии, занимались очень тяжелой рутинной работой с обоснованием перед людьми тем, что вот их политическая позиция – это не просто хотелки каких-то отдельных людей, это та работа, та задача, которая реализуется в интересах этих конкретных людей. И их поддержка очень важна для того, чтобы этот конкретный человек почувствовал, как его интересы реализуются. Ну, тогда бы мы видели немножко другую ситуацию. А когда у нас сегодня политические партии там отходят от вот этих вот и только там предпочитают друг на друга показывать пальцем и говорят, а вот почему можно, а мне нельзя? И почему тебе нельзя? Ну ты сделай, ты подумай, как это сделать. Ты объедини вокруг себя людей. Ты начни с чего-то небольшого хотя бы. Но это сложно, это тяжело. Гораздо проще просто разговаривать о том, что вот у нас там это нам не дают, это там несправедливо и так далее. Но жизнь, она вообще несправедливая на самом деле, потому что у нас 146 миллионов населения живет, и у каждого человека свой интерес, у каждого человека свой взгляд на ситуацию. Хорошо. У каждого человека своя правда. Опять же, конкретный кейс. Уже не будем брать на уровне федеральном, да, там полно таких кейсов. Возьмем вот республиканский конкретный пример. Выборы недавние, в сентябрьские, в Нефтекамске. Дело в том, что там есть такая партия «Яблоко», вы, наверное, наслышаны, да, которая уже судится какой там месяц подряд, пытаются они отменить результаты выборов. Дело в том, что вот я в том числе был в последний день голосования там и видел, каким образом, да, значит, члены участковых избирательных комиссий действуют. И вот, например, я лично считаю, что эти выборы были несправедливыми. Вот в таком случае суды отказывают, значит, партии «Яблоко» удовлетворить их иск. Причем доказательства у них есть, по их словам, и так далее. Вот в данном случае, как возможно выбрать тогда? И тут есть оппозиция, есть люди, которые поддерживают эту оппозицию. Но... Ваш коллега в этом отношении выбрал абсолютно правильную позицию. Он не просто там съездил и посмотрел, а он в качестве члена комиссии участвует в выборном процессе. Это тяжело, это ответственно. Это как бы где-то формирует определенную конфликтную позицию. Но это единственная возможность на сегодняшний день создать ситуацию, когда выборы будут абсолютно там, всем понятны, прозрачны, честны. То есть считаете вы, что вот в этой комиссии должны правильно быть подсчитаны голоса? Ну, с самого начала включайтесь в эту процедуру формирования этой комиссии, работы этой комиссии. Вокруг себя объединяйте людей, которые готовы войти в другие участковые комиссии. То есть не вспоминайте о выборах только накануне, когда там издается соответствующий указ о проведении выборов. А работайте, вот как те же самые американцы говорят, что следующие выборы наступают на следующий день после окончания голосования. Вот работайте с момента, когда вот это голосование только прошло, с тем, чтобы вы как бы в следующий раз этот экзамен сдали на 5, а не как там, нерадивый студент, который вспоминает о сессии, когда сессия уже начата. Вот этот подход – входить в политический процесс не как сторонний наблюдатель, а как реальный участник этого процесса, он единственно возможен для того, чтобы, вот, как вы говорите, были выборы абсолютно честными, прозрачными, там, и политические силы получали то, что они получали. Хорошо. Вот пример Соединенных Штатов Америки – это хороший пример федерализма, как вы считаете? Это очень сложный пример, потому что в Соединенных Штатах такие политические силы сегодня схлестнулись. С одной стороны,
те, кто рассматривает Соединенные Штаты как государство, которое должно быть самым лучшим, и с другой стороны, те силы, которым вообще никакие государства не нужны, которые Соединенные Штаты тоже рассматривают просто как кормовую базу, которую можно там все проесть, там, переварить и идти дальше. Вот. Там очень сложный процесс на самом деле идут, которые найдут отражение, уже находят отражение во всем глобальном политическом пространстве. И то, что мы сегодня там видим, вот этот вот сущностный конфликт двух принципиально разных позиций. Вот пока у политической элиты Соединенных Штатов был консенсус относительно там ключевых стратегий развития, мы таких вещей не видели, потому что они, ну, так скажем, договаривались о том, что да, будут вот правила игры, мы их будем соблюдать. Сегодня они их не соблюдают, потому что там различия, они действительно фундаментальные. И каждая страна, вот как у них была гражданская война, вот каждая страна сегодня готова до такого же упора, как-то в 19 веке шли там сторонники конфедерации, сторонники там, северных штатов. Вот они сегодня до такого состояния как бы накалили ситуацию. И мы видим вот эти протесты, которые там идут со стороны, ну, мы будем говорить по-русски, негритянской части населения. Вот. Они же имеют под собой и действительно тоже фундаментальные основания. Но там нет у этих людей, у большинства, абсолютного большинства из них каких-то перспектив в жизни. Они понимают, что вот эти вот отдельные там пиар-истории успеха, там, что вот он стал там сенатором и так далее, это отдельные пиар-истории, потому что абсолютное большинство из них обречено на совсем другую судьбу. И вот они от безысходности, от понимания, что вот нет у них другого варианта как-то о себе заявить, вот идут на эти все уличные столкновения, идут на там грабежи магазинов и так далее. То есть это полицейскими мерами одними не решишь. Это вот действительно здесь вот политика должна работать с тем, чтобы снять вот эту напряженность. Потому что когда там позакрывали крупные промышленные предприятия под вывеской того, что мы идем там в новый формат экономических взаимоотношений, а куда делись эти люди, которые там работали, которые остались без источника дохода? Вот это вот в том числе та часть населения, которая сегодня ну, так выходит на протесты и, с другой стороны, и противостоит этим протестам тоже. Потому что кто такие трамписты? Это вот как раз те белые мужчины, которые больше всего потеряли от изменения прежнего образа жизни. Когда Владимир. быть человеком с руками там уже, оказывается, невыгодно. Ну вот, Владимир, смотрите, там есть некая политическая конкуренция, да, вот даже у нас, ну, например, возьмем, значит, Республику Башкортостан, раз уж мы с вами находимся здесь и говорим все-таки, должны говорить о региональной повестке, главы регионов, в том числе, например, Ради Хабиров, это же ставленники Кремля в большей степени, вот такое мнение выражают многие, значит, исследователи, политологи, с которыми мы разговариваем в эфире, в том числе тоже. Вот это разве соответствует демократии, принципам демократии в данном случае? Ой, ну, как говорят, демократия – это несовершенная вещь, но лучше, так скажем, мы не знаем. Демократия – это действительно вещь очень несовершенная, потому что здесь все равно, как бы по гамбургскому счету, властью или во власть приводят тех людей, которые действительно обладают ресурсами власти. Вот для того, чтобы приходили люди, как вы говорите, которые отражают интересы там, людей, живущих в регионе, эти люди должны заниматься реальной политической работой и реальной политической повесткой. А у большинства людей сегодня позиция другая. Вот мне главное, чтобы там я зарплату получил, мне главное, чтобы меня не трогали, мне главное, чтобы я вот там спокойно отдохнул. А такая психология, я думаю, инвестировать в себя нет никакого желания и стремления, да, когда все, что вот ты получил в результате инвестиций в себя, это возможная экспроприация просто этого государства в данном случае. Если у человека нет мотива инвестировать в себя, извините, а в жизни он тогда кто? Если он в себя не хочет инвестировать, а в кого тогда он будет инвестировать? Ну, тогда его просто заставят инвестировать в кого-то другого. Опять же, есть причины, почему он не хочет инвестировать, наверное, я так думаю. Или в чем вот заключается эта причина, как вы думаете? Вот почему средний житель Уфы не хочет в себя инвестировать, например, да, он не участвует в политической жизни. Как вы думаете, почему это происходит? По каким причинам?
Ну, потому что он для себя не видит и не хочет осознавать того момента, что его интересы, это не только вот интересы вот сиюминутные, которые у него есть, там, какую зарплату он получит, в какой магазин он пойдет. Есть интересы некие стратегические. Вообще жизнь, она кажется короткой, на самом деле жизнь это десятки лет, и понятно, что процессы, которые начинаются сегодня, они там через 2 десятка лет дадут свою отдачу. Вот. И поэтому, когда люди говорят, ну, мы хотим, чтобы за нас кто-то что-то сделал, мы это делать не будем. Ну, за них кто-то что-то и сделает. Но не в их интересах, а в своих интересах. Нормальная ситуация в жизни общества. Нормальная ситуация. Тот, кто понимает свои интересы, тот, кто хочет эти интересы отстаивать, тот находит ресурсы, как это сделать. Вот. Тот, кто идет по принципу минимум затрат, максимум там, дивидендов, которые я хочу получить, но он оказывается в ситуации постоянно ведомого. Он плывет по течению, а куда это течение его вывезет? Ну, не он это течение организует, он просто плывет по этому течению. Поэтому тут обижаться, говорить о том, что вот не туда я попал, ну подожди, а что ты сделал, чтобы попасть туда? Тут каждый человек должен сам для себя принять решение, кем он хочет в этой жизни быть. И если он понимает, что в одиночку это не сделать, то как объединиться с другими людьми, чтобы реализовать свой интерес. То есть пока люди не хотят этим заниматься, этого не будет. Мы опять же видим опыт, который есть и в других регионах, и в других странах, что там, где есть вот это понимание своего будущего, там, где есть понимание, какой у меня сегодня интерес сущностный, который вот надо буквально там с боем там вырывать и так далее, там ситуация, она и развивается так, как хотят вот эти люди. А там, где у людей нет желания бороться за себя, ну, значит, кто-то другой будет формировать их будущее, кто-то другой будет создавать за них реальность. Поэтому здесь на кого обижаться-то? Не надо ни на кого обижаться, если ты сам не хочешь этого делать. Ну, другие люди сделают так, как они хотят для себя. Почему у них должно быть желание делать для тебя что-то? Ну вот смотрите, Владимир, вот есть такой товарищ Руслан Гизатуллин, он пока глава Кушнаренковского района, он, видимо, инвестировал в себя. Сегодня к нему пришли ФСБшники, значит, и там обнаружили определенные нарушения. Вот и самое интересное это, Руслан Гизатуллин ранее занимал пост, который сейчас занимает Рустем Ахмадинуров. Это руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия». То бишь, фактически, вот первый человек в этой партии. Вот как вы оцениваете? Коротко, пожалуйста, очень, у нас мало времени. Ну, первый человек в партии – это не руководитель исполкома, он не первый человек в партии, это первый. Второй момент. Есть у нас, конечно, законные способы и незаконные способы инвестирования в себя, в том числе. И есть у нас правоохранительные органы. Вот вы с самого начала начали разговор по поводу того, хорошо или плохо, если есть определенный федеральный надзор. Ну, давайте дождемся результатов расследований и так далее. Вот тогда он нам будет понятно. Хорошо, Владимир, да, спасибо большое. Персонально ваш сегодня был политолог Владимир Савичев. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня и до свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь.